С 730 года до нашей эры Дарьял становится признанным форпостом. Стражами форпоста Дарьяла стал Матян-полк или полк бессмертных. Защитники форпоста Дарьяла в истории известны как аланы. Дословный перевод из армянского «белые от Бога» или «чисты перед Богом». О истории аланов сохраним мало материалов, но по сегодняшним представлениям аланы являются предками осетин, а по другой версии аланы когда-то составляли часть нохчистского этноса. О истории аланов сохраним мало материалов, но по сегодняшним представлениям аланы являются предками осетин, а по другой версии аланы когда-то составляли часть нохчистского этноса. Ну, что касается, ну да, и в языковом смысле, в частности, Абаев, крупнейший осетинский ученый, он тоже доказывал, что по языку осетины, ну, по следам, оставшимся в языке осетин, видно, что они местное население, и он связывал их происхождение с чеченцами и ингушами. Он говорил, что в языке осетин очень много слов чеченских и ингушских. Ну и, как я уже говорил, при этом он говорил, писал, вернее, что чеченские слова, лексемы, они обнаруживаются в дигорском диалекте осетинского языка, минуя ингушский и иронский языки. Ну и в иронском тоже, минуя ингушский язык. Так что это, он говорил, что вот эта картина, она очень сложная и отражает какие-то очень древние времена. Это мнение Абаева. То есть Абаев опирался на языкознание, другие ученые, ну, в частности, В.П. Алексеев, крупнейший советский, российский антрополог, он опирался на антропологические данные, и все они приходили к единому выводу, что да, субстратом этногенеза осетин, то есть основой, фундаментом происхождения осетин, являлись какие-то древние местные племена, родственные чеченцам и ингушам. Это был вот такой постулат советских времен. Что касается ДНК-исследований, а ДНК-исследования, если говорить правду, заставляют пересматривать многие устоявшиеся факты. Ну, во всех подробностях я не знаю, но я разговаривал с Фахрудином Арсановым, и он мне говорил, что очень много осетин имеют ту же гаплогруппу, которая присуща ну, нашхинской. Как он говорил, это не только нашхой, но есть какой-то кластер, названный нашхинским, внутри чеченского этноса. И вот осетины имеют тот же вот гаплотип, что и ну, чеченские тайпы, представляющие вот эту нашхинскую группу. Вот, если я правильно изложил мысль Фахрудина Арсанова, он говорил вот так вот. То есть ДНК-исследования доказывают, что да, действительно, субстратом этногенеза осетин были какие-то нохчийские древние элементы.